Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие мои зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Его скандальные откровения о вас. Давайте прочитаем, что у мужчины на уме, что у мужчины на сердце и что у него на душе к вам. Пожалуйста, мои дорогие, кому это гадание интересно, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать его рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Какие откровения ты можешь мне поведать? Что у тебя в голове? Что у тебя на сердце и что у тебя в душе по отношению ко мне. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, какие откровения мужчина здесь нам поведает. Вызываем, призываем к ответу, чтобы по чести, чтобы по совести нам рассказал, что думаешь, что чувствуешь к своей девочке, что у тебя на душе к ней, что у тебя ждать, ожидать, на что надеяться. Так, ну что, мои милые, очень все интересно. Ну, мужчина тут честно все нам поведал, честно нам все рассказал. Достаточно жесткая картинка пошла. Жалуются на вас, девочки, жалуются, прям жалуются и все. Смотрите, вот здесь у вас пиковый туз идет, видите, пика, острая пика. Он считает, что вы его вот на эту пику прям сажаете, что вы все время какие-то острые ситуации создаете, что вы всегда чего-то там хотите больше, чего он может дать, что вы его как-то обижаете, унижаете, ни в грош не ставите. Тут мужчина такой, знаете, плакальщик. Вот он пришел, жалуется на свою женщину. Ну, некрасиво как бы, но зато честно. Смотрите, это то, что у него в голове. Но считает, что вы достаточно какая-то жесткая, строгая, продуманная, недолюбливаете его, холодна к нему, используете его. То есть у него как бы тут целый перечень, понимаете, огромный такой список вам претензий. Причем он готов поделиться этим всем с любым, кто будет его слушать. Не удивляйтесь, если вы встретите каких-то общих знакомых, его там семью, и все будут там вас клеймить, что вы там такая-сякая и мальчика недолюбили. Он жалуется на вас, он серьезно на вас жалуется, не только вот мне в песке, но и вашим знакомым и родственникам. Это вот не дать не взять, он это делает. Он к вам, прям не знаю, тут накопил огромную претензию. Он говорит, что я-то думал, что мы с тобой, вот видите, как два вот этих лебедя, да, как два лебедя, там лебединая верность, 5-10, будем друг друга любить, вместе будем там до конца, а ты вот так со мной, да у тебя он какие зубы острые, ты меня этими зубами кусаешь, да ты такая, да ты сякая. То есть мужчина, конечно, такой жаловаться хочет. Почему ты своей женщине не даешь эти все, не рассказываешь свои претензии, а? Вот он вам, кстати, тоже может мозг выносить по вот этому песочку, да, вот я прям чувствую, что может вас там изводить своими какими-то придирками, прицепками, прилипками, и прям вот хоть что хочешь делай, да, а вот ему скажи, вот вынь да положь, да, вот человек такой, ему нужно здесь и сейчас ответ получить на все вопросы, и чтобы вы там всегда были готовая, на чеку, и прям все ему там по полочкам раскладывали. Мужчина, конечно, немножко противненький выходит. Противненький, потому что, ну, негоже так мужчине себя вести. То есть, не знаю, как-то так его воспитали, да, не совсем подобающим образом. Так,
В голове понятно, у него к вам сплошная претензия, что вы там, дескать, такая-сякая, недолюбила, недосмотрела, обидела мальчика. Обидела, обижает постоянно, интима лишает, в его каких-то мужских качествах сомневается. Прям морозильник, дома морозильник, в постели он замерзает. Вот такие у него претензии. Что у него на сердце? Ну, на сердце вы для него мамочка. Вы для него мамочка. Вот она, видите, женщина, которая, ну, как укачивает ребенка. Понимаете, вы для него мамочка. Вы его холите, вы его лелеете, он это знает, знает, что он может капризничать, знает, что может вести себя таким образом, да, что, ну, а что, она меня любит, она меня приголубит, хоть она там иногда меня наказывает, но тем не менее. У вас, кстати, отношения, как вот у матери и сына, честно. Либо есть, либо, кстати, будут. Вот вы как будто бы движетесь в том направлении. Вы ему даете то, что он не получал со своей родной матерью. Любовь, доброту, ласку. И какая бы она у него замечательная не была, но она вот как будто бы его недолюбила. И с вами он добирает эти ощущения, эти чувства. С вами он чувствует себя вот прям как, ну, мальчик, да, он как будто бы в детство впал опять. Вот ему с вами очень в этом плане хорошо. Сердечность тут на первом месте у него идет. Он вас никогда ни на кого не променяет, не оставит, не бросит. С вами ему в кайф, просто в кайф. И даже если он с вами там ругается, спорит и ссорится, это не, скажем так, это не приговор. Он ведет себя именно как балованный ребенок. Он вас ревнует очень сильно. Ревнует к близким, к родственникам, к коллегам, к друзьям, не знаю, к соседям, к продавцу в магазине, к ребенку, к вашему общему. Ревнует вообще ко всем. Он с этим справиться не может. Это его изнутри разъедает. Вот ему хочется, чтобы вы были полностью его, без остатка, да, и полностью, скажем так, ему вся отдавались. И он тогда будет себя чувствовать классно, да, что все, моя, и никому больше не принадлежит. То есть такой собственник, конечно. Что вот он к вам, да? Ну, считает, что лучше вас ему никому не найти, что он в лепешку будет биться, да, лишь бы только быть с вами. И то, что вы его терпите, его какие-то капризы, он, конечно же, это очень сильно ценит, потому что, но знает себя, знает свои слабости, знает свои слабые места и понимает, у него, может, кстати, бывшая была, либо бывшие какие-то отношения, что, ну, сложный, он сложный сам по себе человек, такой, знаете, оппортунист. Он всегда во всем будет искать свою выгоду, свой интерес. Честно, вот есть такой тип людей, ну, осуждать их, ну, я не считаю нужным, да, потому что каждый человек хозяин своей судьбы, и каждый человек вправе прожить свою жизнь так, чтобы чувствовать себя счастливым. Этот человек, он всегда будет за себя, на своей стороне. Когда ему хорошо, когда ему удобно, ну и все замечательно. Если от него потребуются какие-то дополнительные действия, ну, извините, но тут он может и отказаться. Он может придумать 1001 причину, по которой он откажется. Поэтому, девочки, ну, я вижу, что вы сильные, я вижу, что вы самостоятельные, вы и его на себе тащите, и деток тащите, то есть еще работаете, и дом, все на вас, понимаете, и вы совсем справляетесь. Почему вы все это делаете? Ну, потому что вы такая у меня жертвенная, потому что вы такая добренькая, вы открытая, вы... Понимаете, вот как будто бы вы какая-то маргиналка, да, вот какой-то образ у вас жизни, вот как будто бы вы сами себя за что-то наказываете, да, либо какое-то неправильное восприятие, либо опыт какой-то переняли чужой, да, что вот женщина должна ради семьи, ради близких всю себя, да, отдавать. Он это все видит, он понимает, что это неправильно, но ему так нравится, что вы все делаете. Ему так нравится, что его тут никто ничем не напрягает, не привлекает, никакой ответственности, никаким делам. И он так, знаете, а почему и нет, да? Она меня во всех планах устраивает, она такая классная, она такая замечательная. Ему, кстати, очень нравится ваша грудь. Ваша грудь, он прям любуется, вот прям... Не знаю, вот скажете, маленькая, большая, неважно. Вот именно такая, как у вас. Для него это просто предел мечтаний. Вот такой мужчина. Так, что у него к вам на душе? Что в душе? Ну, душу не обманешь. Душу не обманешь. Здесь дельфин. Дельфин, вот кто смотрит мои гадания, знает, что дельфин — это прекрасный знак, это мечта, любовь, нежность. Такой, знаете, вот он больше как к девочкам заходит, да, описывает женские чувства. Вот ваш мужчина, он ранимый, он как этот дельфин. И любовь у него такая, знаете,
нежная, мягкая и пугливая, понимаете, пугливая. Он не всегда умеет найти правильные слова, он не всегда умеет высказать свои мысли. Он, знаете, из той категории людей, что типа догадайся, мол, сама, да? Сделай все сама, догадайся все сама. Любит вас этот человек, любит по-своему, как может, как умеет. Конечно, очень сильно романтично к вам настроен. И знаете, что вот в вашей паре, вот у него душа более такая, знаете, ранимая, романтичная, а у вас более такая, ну, скажем, земная, прагматичная, да. В принципе, это неплохо, это то, что делает вас сильной, то, что дает вам такой крепкий стержень, и это то, что позволяет вам выносить все эти трудности бытовые, семейного характера, да, вот его непростой характер, потому что он, знаете, вот мне идет, что он такой сложный по характеру. Во-первых, скандалист может быть, во-вторых, может быть прям непредсказуемый, да, вот как будто бы у него 1000 настроений в один момент. И еще мужчина может быть наоборот, вот такой, знаете, зажатый. И вот я таких называю бегун, да, убегать может от проблем, от ситуации, просто вот убежал, спрятался, где-то сидит, отсиделся, все закончилось, он вернулся, причем такой типа, как ничего не бывало, да, здравствуйте, как у вас дела, чего не позвали, да, я же так ждала, надеялся, что вы меня позовете, а вы нет, сами все решили проблемы, то есть, ну, мужчина у вас не подарок, что я хочу сказать. Но есть у него его какой-то шарм, его какое-то внутреннее очарование, потому что он вас именно очаровал. Очаровал свою женщину. Может быть, есть у него какие-то фокусы в кармане, да? Умеет он как-то за вами поухаживать, умеет он как-то вас расслабить, скажем так, да, подарить вам какие-то острые, необычные ощущения, вы за этого мужчину держитесь. По крайней мере, я вижу, что вы очень к нему расположены. И под сердцем у вас любовь к нему есть. И что бы вы ни говорили, что нет, не люблю, не нравится, так просто устала, не хочу. Нет, любовь есть, и эта любовь держит вас вместе. У него к вам любовь, и у вас к нему любовь. И на этих чувствах строятся ваши отношения, мои дорогие. Вот. Такое гадание у меня вышло. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.